Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я вижу много новых лиц в зале, очень приятно. Представлюсь для тех, с кем вы не знакомы. Я священник Максим Костыров, и сегодня у нас в гостях еще Губин Игнатий Бакарев. Я служу в храме епархиального управления Пресвалушки, дом 20, отец Игнатий, деревни Безялыш. Приход всем изложением. Сегодня наша тема «Свобода и зависимость». Мы с отцом Игнатием договорились, что я начну тему, немножко напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Там некоторая информация для размышления, а потом поддержит, подхватит. Ну и мне хотелось бы, чтобы вы тоже сегодня выступали, сказали свое мнение. И если у нас получается беседа, обмен мнений, тогда мы сможем все с вами вместе понять те истины, ради которых мы сегодня собрались. Как мы в прошлый раз, месяц назад, мы с вами говорили о власти. Власти небесной и власти земная. И я напомню, для тех, особенно не был, о том, что есть методы власти в этом мире в семье, есть методы власти у рекламы, есть методы власти у телевидения, есть свои методы власти у дьявола, конечно, над людьми, воздействия на людей, есть свои методы власти у Бога. Они разные, я не буду перечислять повторно, но мы говорили с вами о том, что человек выбирает, под властью кого, под властью чего он может находиться. И всякий делающий раб есть раб греха. Мы знаем с вами эту фразу из Евангелия, да? То есть человек, не осуществляющий сознательное движение к Богу, к правде, он становится рабом зла. И вместе с тем наоборот, человек может стать рабом добра, рабом праведности. Я вот по этому поводу в прошлый раз не зачитал цитату архиепископа Луки, Воиносенецкого, я хотел бы сегодня ее зачитать, чтобы вспомнить нам наш прошлый разговор. Что же это значит быть рабом греха, пишет владыка Лука. Вы знаете, что горькие пьяницы становятся подлинными рабами водки, а злостные курильщики становятся подлинными рабами табака. Не могут никак они от этого отстать. Подобно этому всякий человек, который привыкает к грехам, становится постепенно рабом греха. Что значит вообще быть рабом? Это значит находиться в чужой власти, в подчинении чужой воле. Раб своей воли не имеет. Раб творит волю господина своего. Так и люди, поработившиеся греху, становятся рабами греха. Мы, кстати, можем продолжить этот список. Да? Сюда относится и ложь, сюда относится и злословие. Вот часто приходится слышать, что человек, привыкший к матерной брани, например, никак не может, даже уже желая избавиться от нее, не может избавиться. Да? Сюда относится игромания, современная болезнь. Грех, по мере того, как он повторяется, становится все более и более крепкой и закоренелой привычкой грешника. Он овладевает его волей, чувствами, помыслами. Он пленяет его, он держит его в своей власти, как алкоголь несчастного пьяницу. И человек, ставший рабом греха, мало-помалу становится всецело подчиненным греху. А что значит быть рабом праведности? Это нечто совершенно обратное рабству греху. И рабами праведности люди становятся совершенно таким же образом, каким несчастные братья наши становятся рабами греха. Каждое доброе дело, каждая усердная молитва оставляет глубокий и благодатный след в душе человека, освещают сердце его. Если добрые поступки, слова истины и дела милосердия будут все чаще и чаще повторяться, то влечение к этим святым делам будет становиться все более и более сильным, глубоким в душе человека. В человеке будет укореняться святая привычка к добру и правде. И чем больше будет он творить добрых дел любви, тем глубже будет овладевать всем сердцем его эта святая привычка к добру. Она пленяет человека. Вот такая цитата. Я хотел бы напомнить пример, который несколько раз мы уже здесь озвучивали, о том, что даже вот привычка к словам, она впитывается не только в ум, она впитывается в само подсознание человека. Да? Я вам приводил пример человека, который оказался парализованным, и у него в результате паралича у него отнялась речь. Но лишь несколько слов у него остались. Это были слова матерной брани. И вот он, лежа, то есть будучи лишен возможности вообще управлять руками, ногами, за ним ухаживали близкие, он все свои желания выражал с помощью брани. То есть ему стало холодно, он ругался. Ему хотелось есть, он ругался. Ему хотелось пить, он ругался. Он стал сырой, он ругался. Просто с разной интонацией. У него на лице был ужас, потому что он понимал, что это плохо, но он ничего не мог с собой поделать. То есть эти слова шли как бы помимо его воли, шли из его подсознания. И наоборот, вы знаете, в прошлом году вот отец Кирилл
Павлов, старец наш всероссийский, он представился ко Господу, и он тоже, находясь последние годы, будучи парализованным, находясь в больнице, то есть у него сознание, понятно, вот в этом, после инсульта оно было как бы отключено, и он тоже произносил слова. Но какие это были слова? Это была божественная литургия. То есть каждый день он, лежа без сознания на больничной койке, он совершал божественную литургию. Он произносил священнические возгласы, он делал соответствующие жесты, он шептал молитвы. Было понятно, что это слова литургии. То есть, как священник, понятно, что для священника нет более радостного, более сладостного дела, чем совершать вот эту божественную службу. Он настолько к ней привык, он настолько ее полюбил, настолько она вошла вот в сущность его души, что вот в этом состоянии бессознательном она из него непроизвольно вырывалась. Итак, вот наша сегодняшняя тема – это тема свободы и зависимости. Почему человек становится рабом греха, и как ему освободиться от этого рабства, и как ему стать рабом добра, рабом правды. Вот. Ну, более узкая тема. Тема, кстати, сегодняшняя наша – это заказная тема. Это по вашим просьбам. Вы помните, да, что мы осенью делали опрос, вы писали на бумажках, какие темы вы хотели бы осветить. И вот несколько совпадений было. То есть несколько слушателей наших бесед попросили осветить вот эту тему. Почему вообще люди чаще всего злоупотребляют алкоголем? Это самая больная, наверное, тема. Вот. Ну, чуть реже это наркотики, это злоупотребление табаком. Вот. Я сегодня, готовясь к этой теме, я задал вопрос отцу Александру Митрофанову. Вы знаете, что у нас вот в нашей епархии есть специальное собрание людей, подверженных зависимости, и их родственников. И отец Александр, хотя он имеет огромный опыт, я думал, он мне сейчас будет перечислять десяток причин, по которым люди пьют, а он назвал только одну. Он говорит, вот это, наверное, причина самая главная. А причина такая. Он говорит, вся беда в том, что люди разучаются радоваться. Вот радость питает душу, и когда ты эту радость теряешь, то отсутствие этой радости ты пытаешься чем-то заполнить, пытаешься заполнить каким-то суррогатом. Да, опьянение, допустим, да, или никотин, он дает какую-то непродолжительную радость, которая, ну, как бы заменяет радость божественную. И постепенно ты к этому привыкаешь к этой радости, все больше и больше пытаешься на эту кнопочку нажимать, вот, а результат, конечно же, плачевный. И вот он рассказал про одного человека, у которого в 25 лет, это у нас житель Сыктывкара, я его тоже знаю, в 25 лет у него из-за употребления наркотиков у него погибла прям часть клеток мозга. Из-за этого у него отказали ноги. Вот. И когда он пришел через это к вере, и его священник, к которому он обратился, он дал ему четки и сказал, говорит, вот ты будешь молиться по этим четкам, и каждый раз, когда ты перетягиваешь одну горошину, ты вспоминай что-то хорошее, что у тебя сегодня произошло. Это может быть самое-самое пустячное дело, самое мелочь. Просто то, что ты сегодня дышал чистым воздухом. Это может быть поводом для благодарения. Да? И он этот совет воспринял. Он стал таким образом молиться. И у него, я его знаю, видел, он занимается широкой общественной работой. Вот. Ноги у него по-прежнему прихрамывают, но он ходит с палочкой. У него семья, у него ребенок не так давно родился. Вот. Он помогает другим людям выйти из зависимости. То есть благодарение – это вот тот источник, что ли, да, то топливо духовное, которое питает нашу душу, которое наполняет ее радостью, которое помогает нам стать свободными. Вот. Еще одна важная причина, совершенно вроде бы другого плана, хотя у всех у них один корень. Беседа, кстати, наша сегодня, она такая не системная, не научная, да, не учебная, а вот мы просто делимся своим опытом, житейским, пасторским, родительским, да. Вот. Что-то мы, может быть, с отцом Игнатием упустим, вы дополните важные моменты. Я задал вопрос психологу, перед глазами которой прошло много жен пьющих людей, много пьющих людей, которая сама в свое время имела проблемы в семье, ее муж тоже выпивал, и они смогли вместе преодолеть эту ситуацию. Я ей говорю, почему люди пьют? Она говорит, вот у нее свой взгляд, она говорит, вы знаете, вообще человек пьющий, ну или в предельной степени вот бродяга, да, человек уже лишенный дома, семьи, она не произносит слово бомж, я тоже его не употребляю, это унизительное слово, лучше сказать бродяга. Это мужчина, сломанный женщиной. Вот сейчас я разъясню эту мысль. То есть мужчина, ну по задумке Божией, да, он должен быть главой. Мы помним с вами, да, что в книге Бытия Господь говорит Еве, и к мужу влечение твое, и он господствует над тобой.
в Новом Завете апостол Павел же тоже повторяет, да, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем. Но по многим причинам, по многим, о которых мы сегодня говорить подробнее будем, мы о них поговорим через месяц, у нас будет специальная беседа о семье, у нас царит такая безотцовщина, то есть роль отца, роль мужчины, она на самом деле потеряна. Об этом забыли мужчины, которые должны быть главой, которые должны нести ответственность. А быть главой – это не значит, что хочу, то и ворочу. Быть главой, с точки зрения богословия, это значит нести большую ответственность. По некоторым причинам мужчины это забыли, по некоторым причинам женщины это забыли, и женщина берет на себя главенство, она начинает доминировать. Но мужчина понимает, что так быть не должно, он страдает от этого. Он и власть взять не может, у него не хватает сил, у него не хватает опыта, у него не хватает навыков, чтобы взять ответственность в семье, на работе и так далее. И что он делает? Вот если он послабее, он ходит, допустим, в выпивку, да? Если он посильней, он уходит в работу. То есть в семье он не находит тепла, понимания, любви, и он погружается вот в это. Некоторые мужчины уходят в супружескую измену. Тоже вот такие примеры есть. И вот как раз один из недавних примеров, мы беседуем с женщиной, у которой я совершенно не ожидал, на мой взгляд, это была одна из лучших семей, которую я знал вот так извне. Вот если меня спросили, приведите пример идеальной семьи, я привел бы эту семью. Оказались там серьезные проблемы очень, там муж пьет очень сильно. Долго мы беседовали с супругой на эту тему. Там у него и проблемы были, был слабый отец, как раз сильная мать, был срыв в карьере, был и духовный кризис, то есть кризис веры. Но одну причину, мы раза 3 с ней по этому поводу разговаривали, одну причину мы нащупали буквально только совсем недавно, в конце, при последнем разговоре. Я говорю, а может он в вас не находит этого тепла, сочувствия, воодушевления? Может вы его не назначаете главой, как он должен быть главой? Вы берете на себя. И она подумала, прокрутила эти слова в голове и говорит, наверное, да. Наверное, вы правы. Я ведь всегда была очень сильная. И мама у меня была очень сильная, и бабушка. То есть у нас это идет из рода в род, женская власть. А у него наоборот, у него был слабый отец, и он не знает, как это, он и к спорту не был приучен. И поэтому действительно он не находит удовлетворения в своем главенстве, может быть, поэтому. Такую причину мы нащупали. И третью я хотел бы еще назвать причину, которую я прочитал в одной книге, рассказывает психолог, но так она мне отозвалась в моей душе, то есть она очень многие случаи из тех, которые перед моими глазами происходили, она очень многие случаи объяснила. Поэтому я вам зачитаю дословно, как она это описывает. Это Ирина Машкова. Ирина Машкова, директор воскресной школы при храме «Живоносный источник» в Царицыно, семейный психолог-консультант. Интересно, у нее выступления, лекции, я неоднократно уже слушал, обращался к ним. И смотрите, как она пишет. Если в семье гармония, то в этих условиях бывает хорошо и детям. Они растут, имея возможность четко ориентироваться в вопросах добра и зла, постигать красоту Божьего мира, любить и быть любимыми. Духовное единство между отцом и матерью устраняет конфликты и противоречия из сознания ребенка, делая его целомудренным. Это настолько важная фраза, что я ее повторю. Духовное единство между отцом и матерью устраняет конфликты и противоречия из сознания ребенка, делая его целомудренным. Напомню, что целомудрие – это не только половое воздержание до брака. Целомудрие – это вообще состояние души, это чистота души, это цельность, собранность души вокруг единого центра. Как бы я эту мысль разъяснил? Если в семье есть конфликт, если идет борьба за власть между отцом и матерью, у ребенка душа, она раздирается этими силами, образно говоря. Потому что каждый ребенок на очень глубоком уровне подсознания, он понимает, что, и каждый из нас, естественно, мы тоже когда-то все были детьми. Почему мы в мир появились? Потому что когда-то в этом мире наши мама и папа встретили друг друга, полюбили друг друга, не просто встретили, а полюбили друг друга. И это дало нам право прийти в этот свет, прийти в этот мир. Что происходит с ребенком, который видит конфликты, который видит семейные неурядицы? У него, опять же, на глубинном уровне, он это не выражает словами, но он понимает, что то, что тебя в этот мир привело, та любовь, которая тебя позвала из небытия в бытие, та любовь, которая, так сказать, родила твою душу, с ней что-то не так. Она болеет, или ее вовсе нет. Если он видит развод, разлад, ссоры,
Да? Это то же самое, что если бы мы приехали с вами по путевке куда-нибудь на другой конец земли, куда-нибудь в Австралию или в Бразилию, она бы сказали, что наша путевка аннулирована. Вот мы бы себя примерно таким же образом чувствовали. Итак, в атмосфере взаимной любви и согласия душа ребенка дышит ровно и спокойно, испытывая ощущение защищенности, умиротворения и уверенности в завтрашнем дне. Личность ребенка формируется гармонично, и он весь устремлен к свету, радости и добру. Молитва родителей легко переливается в детскую душу. Интересное, да, выражение? Молитва родителей легко переливается в детскую душу, наполняя ее переживанием счастья, и он быстро и естественно принимает в свое сердце Бога. Вот эта мысль, которая здесь, без всяких дополнительных ссылок, она на самом деле подтверждается научными исследованиями. Вот я занимаюсь этой проблемой, я искал научные статьи, и в одной из статей зарубежных нашел широкомасштабное исследование социологическое, которое подтверждает, что действительно, да, гармония в отношениях между родителями помогает детям стать более духовными, то есть они легче приходят к такой глубокой, к осознанной, к спокойной вере в Бога. Когда же, напротив, в семье наблюдается духовно-нравственный разлад, дети остро чувствуют беду. Их духовность приобретает в кавычках отрицательный знак, и дети подсознательно устремляются не к созиданию, а к разрушению. Действительно так. Там, где ссоры в семье, там статистически значимо вот, падают творческие способности детей, меньше устойчивость вот как раз к этим всем страстям. У многих ребят, воспитывающихся в условиях семейного разлада, нарушается здоровье, потому что здоровье это ведь тоже производное, да, от нашего духа. Психические реакции детей при этом несут в себе признаки либо расторможенности, либо задержки. В зависимости от этого дети становятся возбудимыми, истеричными или, напротив, астеничными, депрессивными. Познавательные процессы на этом фоне разрушаются, умственное напряжение становится в тягость. Дополнительно к этому у многих детей формируются психопатические реакции, нервно-психические срывы. Но самые печальные последствия – это то, что дети становятся, которые растут в атмосфере нелюбви, становятся нечувствительными к добру. Вы слышите? Нечувствительными к добру. То есть они его видят, они его осознают, но они его не чувствуют сердцем. Потому что в сердце не заложено добро, потому что ведь только в семье. Вот эта вот любовь между мамой и папой, это и есть та почва, которая формирует в человеке человечность, по выражению одного современного богослова. Они просто не могут на него адекватно ответить. Либо они его потребляют, не проявляя никакой ответной благодарности. Вспомним, да, что отец Александр говорил про благодарность, что благодарность формирует душу. Да? Либо отвечают агрессивностью и недоверием. Их душа постепенно опустошается, а затем вместо светлых переживаний и чувств ее начинают наполнять мрачные и тяжелые состояния, тупой злобы в кавычках. Вот так вот. Мне это выражение показалось очень верным, вот этот диагноз, потому что я его сопоставил со своими случаями, я несколько из них сейчас вам перечислю, и все созвучно. Сегодня воскресенье. Позавчера я был в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, есть у нас такой, там находятся дети, вот, малолетние преступники от 8 до 16, иногда даже до 18 лет. Вот. И, на тот день там было 12 детей. Вот. Я уже по традиции я спросил вначале, кто вас дома ждет, ну, как вы зовут, откуда вы, и кто вас дома ждет. Всех дома ждут мамы, всех без исключения. Вот. Почти всех ждут бабушки. 2-3 ребят из 12 ждут дома отцы. Еще 2-3 ждут дома отчимы. Ну и, соответственно, половину ребят мужского пола дома не ждет никто. Потом я попросил поднять руки, задал вопрос, говорю, поднимите, пожалуйста, руки, а кто курит? Подняли руки 10 из 12. Я попросил потом сказать, ну, у нас тут получился такой откровенный разговор, поэтому ребята очень честно говорили, ребята, а кто ругается матом? Напомню, там были дети от 8 лет. Подняли руки все. Вот. И справедливо, действительно, вот к нам приезжал, у нас был в гостях писатель Виктор Николаев, вот, а потом в конце нашей беседы можете взять вот тут буклетики про его книжки, они есть здесь на абонементе, можно с ними познакомиться, взять их почитать в библиотеке. Вот он совершенно верно говорит, сын без отца – это как машина без руля. То есть мощность есть, двигатель есть, да, а руля нет, управления нет. Вот цели, постановки цели нет. Поэтому до ближайшего столба. До ближайшего столба. Вот. И сейчас уже буквально одеваясь на сегодняшнюю встречу, я вижу звонок от своего приятеля, с которым мы вместе работаем уже не первый год.
Вот, я его знаю с разных сторон. И вот у него хороший парень во многих отношениях, у него и способности, и физические, он очень крепок, и умственные у него способности неплохие. Но у него одна беда, он очень сильно пьет. Вот. Причем так, он борется, он осознает эту страсть, он борется с ней. Бывает, что он надолго даже может завязать. Но вот на прошлой неделе у него опять произошел сильнейший запой, в результате которого он попал в больницу с проблемами с желудком и с воспалением поджелудочной железы. Вот, теперь ему предстоит длительное обследование и лечение. Я ему задаю вопрос, говорю: друг, ну вот скажи мне, я людям передам, вот почему люди пьют? Вот. Он мне ответил, то, что он мне сказал, я вам скажу вот буквально дословно. Он говорит: да причина вообще-то одна, это безделье, так вот он выразил. Ну, иначе, говорит, ну, бесцельность, лень, пустота, никчемность. Уже отсюда идут проблемы в работе и в семье. Вот я здесь с ним очень согласен, что проблемы у человека действительно возникают в работе и в семье от того, что в душе пустота. А потом уже проецируются, да? А проблемы в семье, опять человек не находит понимания, и еще сильнее у него эти проблемы накручиваются. То есть корень всего – это безволие. Говорит, ну вот лежит поленница дров, а один криво лежит. Один человек пойдет переложит, а другой скажет: да и так сойдет, все равно сгорит. Вот. Говорит, факторов много, от чего это берется, но, наверное, все-таки главное – это воспитание человека. То есть, если вот как бы вот обобщить, да, разные точки зрения, но мы с вами видим, что, наверное, все-таки в целом это состояние воли человека. Вот я бы назвал это сила воли. Такое привычное выражение, да, оно и в советское время использовалось. Сила воли. Но сила, вы знаете, вот есть понятие сила ума. Сила ума. Вот. Ну, у ученых, понятно, да, у академиков, у них ум сильный. По объему он может быть такой же, по вместимости. Но в силу чего-то вот так сформировалось, что у него большая мощность. И также у воли. У воли есть определенное состояние, определенная сила, которую можно даже измерить, как-то записать. Вот. И когда вот эта сила, это формируется, естественно, через любовь матери, через любовь отца и через любовь родителей между собой. Прежде всего, ребенок питается этой радостью, ребенок кушает эту радость. Ребенок свою душу формирует через вот эту вот любовь, она ему дает право жить. Вот. Чем ее больше, соответственно, тем выше устойчивость ко всяким зависимостям и тем больше возможности достижений. Вот еще один пример. Я перечислил тут у себя где-то 10-15 вот знакомых случаев, почему люди подвергаются вот этой зависимости. Вот, например, девочка. До 3 лет она воспитывалась в детском доме. До 3,5. При этом первый год или 2 жизни она находилась в родной семье, семья была неблагополучная, она была ребенком нежеланным, вот, но она родилась, родители выпивали, отец потом с отцом тоже были сложности. Она попала в хорошую семью, весьма благополучную, она находилась под опекой, ее воспитывали, у нее был перед глазами очень положительный пример и матери, и отца, и других родных. Но где-то в 15 лет она стала курить, она стала выпивать, она стала уходить из дома. Вот. И здесь мы с вами понимаем, что, вот, наверное, привязанность, которая формируется в первые, даже еще в момент внутридумного развития, да, и вот эта ласка, которую дает особенно мать, вот, в первые годы, в первые месяцы в жизни, вот она формирует то, что потом невозможно заменить. Об этом сегодня очень много исследований, литературы, мнений психологов. Вот. О том, что именно на первых этапах это формируется. Вот еще один пример, я его много раз озвучивал, это мой близкий друг, который сейчас тоже находится в тюрьме, вот, ему до 8 лет лишения свободы светит. Я вот сейчас стал думать, почему вот у него так сложилось, потому что мы жили с ним в общежитии, я знаю его характер, я знаю его, у него сильный ум, кстати, я вам приводил пример, да, он мог всю ночь напролет сидеть за какой-нибудь сложной задачей с целью ее решить, вот. Но перед алкоголем он оказался слаб. Вот. И здесь в нем все вот эти причины, которые мы говорили, они все играют. Во-первых, безотцовщина, отца нет, вообще нет. Это мать, причем мать не любящая, не ласковая. Это сильно, ему досталась при этом сильная жена. Я о ней сужу даже не столько, хотя я ее тоже знаю, по ее маме. Я знаю, что мама у нее очень сильная. Потому что мама большой начальник, ну и понятно, что дочь, она копирует стиль поведения матери. Вот. И я понимаю, что, возможно, может, это не главная причина, но одна из важных причин, то, что
вот он сломался об нее. Вот он не нашел того воодушевления. То есть она не смогла его сделать главным. И он ушел вот в это. Допился до белой горячки, допился до реанимации. Вот. Ну, сейчас вот находится в состоянии тюрьмы. Но есть эти позитивные примеры, да? Вот давайте их тоже проанализируем, посмотрим, а что там влияет. Вот, например, еще один мой сотрудник, коллега, с которым мы не первый год общаемся. Вот. Когда, конечно, в студенческие годы он тоже где-то и к алкоголю прикладывался, но сейчас он не только от этого напрочь освободился, он является ярым приверженцем здорового питания, он занимается спортом каждый день, вот, он ведет исключительно здоровый образ жизни, вот, и у него благополучная семья. То есть любящие родители, между которыми нет какого-то длительного конфликта, вот, работящие, эта семья живет в селе, в Усть-Илимском районе, ну, соответственно, вот у него формируется такое мировоззрение, такой образ мыслей. Вот много примеров. Я еще один хочу привести один из позитивных примеров. Вот один парень, который работает в коммунальном центре, как-то раз, когда накрывалось очередное застолье на какой-то из праздников, он говорит: я вообще вина не употребляю, ни в каком виде. Вот нисколько, ни много, ни мало, ни слабенького, ни крепкого, никакого, нисколько. Не наливайте мне. А зная его семейную ситуацию, он воспитывался только мамой. Но, значит, это что, какой здесь вывод можно сделать? Что какие бы ни были факторы, да, какая бы ни была наследственность, какое бы ни было воспитание, все равно у человека никто не забирает свободу воли. Вот в любой ситуации свобода выбора, духовный выбор человека, он остается. Можно и из грязи в князи, да, и наоборот, из князи в грязи. Вот. Поэтому сегодня еще один звонит, вот приятель знакомый, сам звонит: прости, сегодня же прощенное воскресенье, простите, кстати, пока, может, забуду в конце. Вот, мы с вами встречаемся, разговариваем, может, где-то кого-то обижаю, не так что-то говорю, поэтому простите, ради Бога. Вот. И он говорит о том, что у него была сложная ситуация, он разрушил свою семью, он уволился с работы из-за своих запоев, он скатился до какого-то дна, но он смог подняться оттуда. Вот он смог воспрять духом. Я говорю: как ты это сделал? Что тебе дало силы победить вот эту страсть, эту зависимость? Он говорит: что этот путь, я понял, что этот путь тупиковый. Он не дает расслабления. Да, в жизни складывается ситуация, когда кажется, что нет выхода. И ты, единственное, чем ты можешь свою душу напитать, это вот той или иной страстью. Но этот путь, он тебя загоняет в еще больший тупик. И поэтому внутреннее самообладание, вот он так сказал, внутреннее самообладание помогло мне выбраться. Плюс мнение окружающих. То есть вот осознание того, что я приношу вред родителям, семье, сотрудникам. Вот. То есть вот это вот осознание ответственности, да, наверное, перед окружающими людьми, оно помогло ему себя взять в руки и снова встать на ровную, напрямую, хорошую дорогу. Вот это вот несколько примеров, это для нашего начала разговора. Есть еще потом, я, может быть, их добавлю, вот отцу Игнатию хочу передать слово. Его приход, он отличается тем, что к нему приходят люди сломанные, люди бездомные, люди, страдающие различными зависимостями. Так было в поселке Максаковка, когда он служил в храме в честь преподобного Сергия, и в ските преподобных Кирилла и Марии. Эта же деятельность продолжается и вот в хуторе Визябаш. Отец Игнатий, много людей у вас перед глазами побывало, и вот ваш пасторский опыт, что скажет? Как вы отнесетесь к тому, как обрести свободу и не стать рабом греха? Простите меня. Как-то на одном круглом столе меня спросили о жестокости в семье. Я сказал: это от того, что от безбожия. Почему? Когда мы молимся к Богу, вокруг нас ангелы, вот. И тогда у нас настроение, потому что мы к Богу обратились, Он нас благодатью защищает. У кого в какой мере, но все равно Он защищает. А вот когда мы не молимся к ангелам, то бесы тут как тут.
Вот, допустим, вызвать скорую помощь, надо обратиться, вызвать. Сама она не приедет. Так и ангелы. А демоны, они тут, как бандиты, как там разные. И меня так вот прям прошило, как молния. Так все проблемы от безбожия. Все проблемы от безбожия. Общественные, личные, там, семьи, народа какого-то, все от безбожия. И вот нам надо как бы оценить, в каком состоянии наше общество, наша церковь, мы сами. Но мы все знаем, что этот мир, он закончится, будет конец света, все будет разрушено, все, что может гореть, сгорит. Потом будет суд, потом мы все воскреснем, или мы все воскреснем, потом будет суд, и Господь все человечество разделит на два направления. Одни пойдут вправо, мы церковь говорит, одесную, восток, там, где другая часть людей будет влево, там, где Ашур, там, где мучение. Вправо пойдет благословенное Царство Небесное, которое уготовано нам от сотворения мира. То есть оно есть, оно нас уготовано, оно нас ждет. А влево пойдут те, которые прокляты. Идите влево. Если мы представим себя на этом суде, где мы будем, кто куда. Вот если взять справа, на самом краю будут тех, кого весь мир не достоин, которые ради Бога живут на каменных островах, горных расщелинах, которые ходят в коже в кожах и мелочах. То есть ради Бога они не стали себя обременять никакими делами житейскими. Они, если нашли, что там яичко от чайки, как они рады, это же пропитание людей. А какой-то хлебушек, это как они благодарны. Вот. Это наш правый край. Но потом поближе, сюда к нам, к середине, ну, святые, которым мы молимся, это наши Шаршин-Саровский, Амбросий Оптинский. Поближе к нам те святые, которые мы недавно, 2 воскресенья назад, мы отмечали новомучеников, исповедников российских. Вот такое было воскресенье. Я так подумал, что это же они, столько их появилось, это сотни тысяч, это десятки тысяч, что канонизировали, а сколько еще нет. Оказывается, они приговорены были миром, там, за подписью там, ВККБ, вот эти мы народы, вот этот народ, который верующий, который любил Бога, понимал, как надо жить, не пил. Вот он был истреблен, истреблены были. Вот это все эти люди, души этих людей, они справа. Теперь слева кто? Слева те, у которых все деньги. Слева те, которые как бы насаждают грех. А грех что такое? Вот я, когда у нас, кажется, воскресенье общее исповедь, я там абзац есть такой, который я не могу читать без страдания. Потому что грех это праздное положение времени. То есть это что, стадион, театр, там прочее. Вот они все как бы мешают нам православной жизни. Банки, потому что там дается деньги в лихву, чего псалтырь, где-то серебра в лихву. Ну, конечно, мы уже представить себе нашу жизнь без стадионов, без банков, без ресторанов, театров не сможем. И пускай они будут. Но поскольку мы христиане, нам надо все равно смотреть вправо. Не влево грех, а там сейчас игры будут, кулачные бои, там все, это все остальное. Это же не ради игры даже, не ради победы, а ради денег. Все это сделано ради тотализатора, ради денег. И вот люди наши туда смотрят. Мало того, вот враг, который слева, у него стоит задача погубить человека,
Погубить человека. Его задача такая. А каким это образом можно сделать? Ну, мы знаем, что Иисус Христос есть путь истины и жизни. Давайте этот путь сделаем ложным. Ложные ценности через средства массовой информации, ложные какие-то направления, учения, течения, ложные верования. Все это полыхает там. Все это все поддерживается люди, у которых есть деньги, потому что там на это можно деньги. Говорится, вот тоже Виссарион, который в Красноярском крае, там все. Вот, то есть путь становится ложным. Давай скроем истину. Мы не скажем нашим деткам ни в школе про Бога ничего, ни в детских садиках. В вузах не будет нельзя, там прокурор придет и накажет. Мы скроем истину. И что у нас вполне, вот я пытаюсь сказать, что школа наша российская портит детей. Когда я так говорю, мне не надо писать, нельзя. Не хотят слушать, нет, она же не портит, она дает знания. Так а зачем она дает знания, если не знает, зачем они нужны? Зачем человек живет? И вот это не знают ни наши педагоги. У десятка 3 педагога меня лично спрашивают, зачем человек на земле? А раз не знают, так к чему они выучат? Конечно, каким-то другим химерам, а не пути и истине. Что надо еще сделать? Отключить источник жизни. А источник жизни, вот у меня где-то телефон есть, это батарейка. Батарейка. Вот без батарейки он все оплачено, исправно, он никому не нужен. Итак, человек без Бога, он есть, но от него только проблемы. В семье, с родителями, там, с женой, в обществе. Он ничего не может создать. Он всем мешается. Пошел ты, не нужен ты никому. И также на телефоне, без батарейки ничего. И человек точно так же. И вот это безбожие, когда от людей наших российских отключена жизнь, Христос. Вот нам действительно приходят люди, но я хотел еще добавить здесь, кто подвержен алкоголизму, это, как правило, гордецы. Епископ Варнава Беляев, там в своей книжке «Искусство святости», он говорит, вот валяется в канаве пьяный, а в сознании себя мнит Наполеон. И он командует армиями, там полка. Вот, то есть человек, который гордец, выпил, ему становится здорово, он себя великим ощущает. И вот чем гордость у человека выше, тем собой сильнее, дольше, труднее его выяснить. Как правило, это талантливые люди. Как правило, это люди, которых очень хвалили, перспектива была. Вот. Ну, их испортили. У них, ну, как бы, я свое я больше, чем Бог. И вот эти люди они подвержены. Вот. Что, и вот к нам приходят люди, да, они действительно никому не нужны. Вот приходят, во-первых, от него пахнет, от него болезни, вот там это самое, никому нам не нужен. Ну, я христианин. Ты мне не нужен, я не хочу смотреть, и дышать рядом с тобой трудно мне, но я христианин. Но у меня нет причин тебя прогнать, я должен тебя любить, и так мне Господь заповедует. Я принимаю, ладно, там, посмотрим, братья топят баню, там, дети. Как правило, люди эти отучились читать, разучились, начинают молиться по слогам. Вот. Но через 2 недели восстанавливается все, через месяца 2-3 все. Он нужен, от него есть нам польза, когда снег убирает, там что-то делает. Вот, и выполняет. Вот тогда человек, он возвращается очень быстро. Стоит его соединить с Богом, рассказать ему, зачем ты живешь, растолковать его. И показать путь. Ну не надо мы с вами жить монахами, сейчас это никто не хотел быть, я пришел, махнул рукой, я монахом не воспитаю, но люди управляются, и потом выходят в мир и уже живут так. Вот. Что касается свободы, у меня есть брат, ну, наш христианин, он к нам в храм ходит,
у нас уже 30 лет дискуссий. Я говорю, свободы нет и быть не может. Вы забудьте про это. Но разве мы свободны от кислорода, да, от кашля? Не свободны от дышать. Разве мы свободны от еды? Да нет, надо кушать. Разве мы свободны от каких-то обязанностей? Не свободны. Вот. Поэтому махните рукой, нет, не свободны. Или нет, и быть не может. Но Бог нам оставил свободу выбора. Вот в чем свобода. Я выбираю. Либо я с тобой, с ангелом, я и молюсь. Мне демона не надо. И ничего демонского не надо. Мне надо знать свою путь, истину и жизнь иметь. Вот такую, жизнь, которая... Ну, тогда чувствую себя свободным. Вот я жил, у меня период больше половины моей жизни, я прожил без Бога, вне церкви. У меня столько искушений, у меня всего было столько. Сейчас у меня проходит, неделю, только у меня нет искушения, у меня ничего не случается. Почему? У меня Бог мне помощник, Господь, защититель жизни моей. Научи меня, как относиться, любить, не наезжать. Прощать людям, тебе люди прощают. И у меня становится жизнь такая радостная, что я уже, даже мне и говорить не надо, радуйся. Она сама на меня радостна. Свыше уже, с того, с правого фланга, с будущего Царства Небесного, она уже на меня проецируется. Радость, мне хорошо живется. И я вижу, мое хорошее состояние души, оно благотворно моим ближним передается. Поэтому свободы как таковой нет. Вот этот человек, о котором свободу хочет, у него есть проблемы. И эту проблему я ему пытаюсь каждый раз сказать. Вот все твои муки душевные, это из-за того, что ты хочешь быть свободным. А смиришься или нет свободы? Смирись. Он хочет какой-то свободы стоять такой. Теперь я раб Божий, я раб. Но я знаю, Иоанн Богослов написал, а кто знает, тот уже не раб, а сын. Я уже, наверное, я уже сын, но хотя и раб. Я боюсь потерять это. Даже раб, я боюсь его потерять. Неужели от меня отойдет это? Я не боюсь его как наказать, я боюсь, что вдруг мне радость немножко убавится. Мне не хотелось бы ее терять. Вот. Поэтому свободы нет. Вы лучше сдайтесь. Потому что он сам, Господь сказал, бремя иго. Он сказал, бремя мое легко, иго мое приятно. Святые отцы говорят, это понимать надо, как упряжь. Вот, то есть нам все равно жить надо пахать огород жизни. Вот. Пахать огород жизни нужна упряжь. Можно без упряжи оглоблю привязать, саход. Но какая это будет труд, мучительный, трудный, психоз, шишки, синяки. А когда у нас упряжь есть, бремя иго, тогда бороза ровная. Устали, не очень. Вот когда мы правильно так живем с Богом, понимая, что это иго и бремя, встать в воскресенье, выспался, не выспался, один выходной, все равно надо идти в храм. Идти в храм и получать там жизнь, там же источник жизни. Там, это батарейка для человека, там. У нас приходят, первый раз придет семья, неплохо, у них там непонимание, у них все. Поговорим, как-то там, наметим какие-то план действий. Но потом они приходят, у нас послужили, потом садимся за стол, и вот пара, у которых проблемы, а вот пара, у которых проблем нет среди. Или есть, но они уже все, мы же сосуды, мы же переливаемся друг за друга, все, молимся друг за друга. И людям становится от этого восстают из мертвых. Жизнь начинает бушевать. Но потом, естественно, все это передается детям. Но у меня есть некая печаль такая. Я очень рад, что я в церкви, что я с Богом. Я рад за свой приход. Но я вижу, что некая беда наваливается на людей Божьих, на народ. Это мы
становимся миролюбцами. То есть мы-то верующие, мы крестные, все, но смотрим не направо, не там, где наши люди, не там, где, а смотрим налево. В мир смотрим. И для этого как бы нам нужен, чтобы ты нам дал бизнес, чтобы ты дал нам, там, доходы какие-то, чтобы ты нам дал тачку какую. Помните, притчи есть такая белорусская, видео, где кто кого что просил в храме. И вот это опасность такая, потому что даже и в церкви, и среди духовенства являются миролюбцы. То есть мы как бы дрейфуем туда, в сторону налево, к темному западу, так скажем, Ашурию, к темному западу. Вот надо всем нам столкнуться, вот, и смириться. Помни, что хочешь душу свою спасти, потеряешь. А потеряешь ее ради Евангелия, ради Христа, обретешь. Вот нам надо душу свою. Вот мы все на службе, наверное, вряд ли кто вдумается слова, которые говорит там дьякон или батюшка на Ектиньях. Он говорит: сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Ну там тебе, Господи, сколько раз? Это 10 раз служба литургии. То есть себя, свою жизнь, своих близких, все свои дела, все свои думы, все попечение тебе, Господи, предаю. Я, мирян, тебе предаю, Господи. Ну, Бог, у него все дубравы зеленые, все деньги, это все же Божье. И он берет тогда, ты предала, Наталья, ты предала, да? Твою жизнь подухотворил, ну ты живи так. Не надо тебе лишнего, не надо, не думай ты об этом. Ты думаешь о молитве Ефрема Сирина, как поклоны. Псалты возьми. Какое это чудо. Я уже 22 года священник. И только сейчас стал наслаждаться. Это каждая строчка. Я не могу читать, потому что строчка у меня так радует, так мое сердце. Там все есть. Все, как надо жить, как поступать, как думать. Вот. Но еще надо думать, иметь в виду, что там все эти политические партии, там нет Бога. Там эту шум искать, это все одно и то же. Это все ВККБ, там с разными лидерами, там все такое. Ну это все равно, там нет спасения. Оно спасение только там, где вот, наши святые. Вот, к сожалению, все сползается. В Ютубе я что-то не открою, там только мат и злопыхательство на церкви. Вот наша сегодняшняя беседа, если она тоже попадет в YouTube, и она будет противовес. Наоборот, вот тот, кто захочет доброе слово слушать, он сможет эту беседу посмотреть. Вот. А жить вот с Богом, ну какое счастье, какая радость. Причем я уже в газете писал, когда ушел, я был в светской работе, у меня окружение все светское было. Ну, меня Господь позвал. Я со всеми этими людьми разлучился. Со всеми. И когда я встречал, меня гладили по голове и говорили: куда ты попал? Ну зачем тебе этот опиум? Пойдем, мы тебе там нальем коньячку, там, шашлычков поедим. Но мне об этом не говорить не хочется, не думать, тем более хотеть. Я на 5 лет разлучился со всеми своими друзьями, близкими, с родными. Через 5 лет я как-то позвонил своему другу, внучка говорит, он ушел на юбилей. Юбилей, что ну, я вспомнил, почему юбилей, было 50 лет этому человеку, я пришел, взял 5 свечек, пришел в подрядчика, и когда зашел, как раз отмечали его застолье. Все так рады меня, о, пришел наш, там это. Ну и юбиляр говорит, говори тост. Я говорю, знаешь, Володя, я с мороза еще, в смысле, я не знал, что увижу кого-то. Вот. Он говорит, ну давай, Саша, ну говори. Ну, он поднимает тост за тех, кого с нами нет, которые уже померли, там, которые похоронили. И начинает перечислять имена.
И тогда я его перебиваю, говорю: Володя, пока я не забыл, вы знаете, я завтра слышу литургию. Перед литургией я слышу проскомедию. Проскомедия — там бескровная жертва готовится. И вот, я могу за всех вас помолиться по вашим запискам, за ваши проблемы, за ваших болящих, за ваши покупки, за ваши путешествия, за ваше здоровье. Принести жертву бескровную. Это самое высшее, что может быть. Вы пишите записки. Мне пишут записки, потом я могу им помолиться за тех, вот, кого Володя поминал. Вот. И мне понятно, что на меня, как на священника, Владимир смотрит, мой друг, как на таможника между жизнью и смертью. Вот церковь, она провожает душу, она хлопочет о нем, но она еще одухотворяет жизнь человеческую, нашу деятельность человеческую. Пишите мне записки. Ну и тут опять стали записки писать. Запишите мне телефон. У меня сегодня поставили телефон. Они записали телефон. И утром уже мне звонили. Через год примерно все эти люди, все мои друзья, все родственники потихоньку пошли все в церковь. Все в церковь. И вот у меня вокруг, я смотрю, вот такой человек был, я счастлив, ну какой человек счастливый. Или рядом со мной сын, он болен, там все такое, ему операция предстоит. Но я когда смотрю на него, какой он радостный, какой он, ну, как вот так торжественно, собранный, так, как бы это все. Вот я смотрю на своих братьев и сестер, как они отличаются от людей, которые живут совсем другим. Ведь человек, который, вот я говорю, я хочу умереть. Ну не сейчас, я хочу умереть. Почему? Потому что я хочу там, где моя мама, где святые люди, где наш Яков, там наши прихожане такие благочестивые. Я туда хочу. Там погода лучше, там мир другой, там ангел, демонов там нет, туда нечисто ничего не войдет, там нет ни пьяниц, ни прелюбодеев. Вот я туда хочу. Вот. И там меня ждут. Я туда хочу, я оттуда и получаю. Я оттуда и получаю плоды Духа Святаго, да? Любовь, радость, долготерпение, мир, кротость, воздержание, милосердие, веру. Я оттуда получаю. У меня не было этих качеств, но я оттуда, как плоды Духа Святаго, получаю. Теперь тот, кто туда не хочет, не готовится, он видит, что стареет, доходы падают, расходы растут. Кто в этом виноват? Дети, нафиг я вас родил. Кто Бог? Ну, Бог. Один там другой деятель. Ах, и салаш. Медицина, конечно, виновата, что у меня все несчастья, что я болею. Ребенок плачет, чтобы ты околел, там мешаешь спать, у ребенка зубы лезут. Нет бы ему помолиться за этого ребенка. И вот человек, который не готовит свою жизнь к вечности, на него хочешь или хочешь, ад уже воздействует, ад. Вот эти мрачные мысли, не говорите мне ничего. И таких людей становится не меньше, становится больше в нашей стране. И я от близких врачей скорой помощи слышал, что если раньше видел, что люди как-то Бога помогают, то сейчас нет, люди поминают, дайте таблетку, дайте какое-нибудь снадобье, не Бог, а мы же понимаем, что Бог, да, он через врачей, но Бог все равно наш главврач, наш царь нашей жизни вечный. И вот человек, который не готовится, его безбожие, его мучить начинает еще за несколько десятилетий до смерти, он мрачен. Он со всеми судится, он, конечно, матерится, он обязательно матерится. Он неуживший с соседями, он всегда на стороже, он боится что-то потерять свою привилегию. Не доверяет никому, а силы кончаются. Вот о них Господь сказал, юноша, оставь мертвым погребать своих мертвецов. Сейчас часто мы бываем, я бываю на таких вот темах. Ну вот, отпоешь, говорю, что слышишь? Какой это был человек замечательный. И опять говорят, как он баню топил, какой он радушный был, какой. А где о душе? Хоть один раз он сказал, Господи, помилуй.
Нет. Его окружение таково, оно таково. Вот, к сожалению. Ну вот, нам надо что? Нам надо детей вот. У меня внук Леша, когда ему было 4 годика, он все наизусть знал. Все молебны у нас, шкиту он начинал, ну, я слушал, что там читает. А 8 лет, 1 класс он закончил, приехал ненадолго, на всего день, без родителей был. Ну, не стал этим заниматься. Потом мама ему говорит: Алексей, выключай телевизор, утром рано вставать, собирай игрушки, ложись спать. Ну, подожди еще. Алексей, я кому сказал? Мам, ну отстань. Алексей, надо рано вставать, выключи. Лунтик шел, лунтик. Лунтик, диск, там много серий. Не просто мама потерпела 10 минут, а там 300 серий. Тогда отец встает: Алексей, как ты с мамой разговариваешь? А тебя вообще не спрашивают. Тогда дедушка встает: Алексей, ты что, 5-ю заповедь забыл? Все отца, свою мать, свою благо, тебя будет долголетие душа. Ты что, забыл? А тебя, дедушка, я посажу. Я знаю, куда звонить. И вот мы так будем видеть, вот это кто его научил? Кто его? Его школа, 1 класс закончил, она научила его. Это. Вот. И вот мы живем, вот я хотел Виктор Николаевич Николаев, ну, мы в принципе живем как партизаны. Православные люди живут с своей стороны как партизаны. Ну сейчас, вот, слава Богу, вот, как бы мы можем говорить, мы даже нас, может, пока что нет. Но все равно там так громко слева, средств массовой информации, там массовая ложь, там все такое. То есть миллионные доли этого мы не можем даже создать того шума, который там идет оттуда. Вот. А вот это шум, это все нас отравляет. И вот Господь говорит: приду, найду ли веру? Придет, он найдет никого, кто там вправо смотрит, кто туда стремится, кто себя ограничивает, кто делает поклоны и прощает других, молится за проклинающих, а не ненавидящих. Ведь они держат этот мир еще, пока еще держат. Потому что даже Иоанн Златоуст сказал: конечно, мы живем в последние времена. Епифаний Премудрый, в преподобном Сергии, тоже об этом намекает. Мы живем в последние времена. И вот если сейчас мы как бы не мобилизуемся сами, но я говорю, я как бы увидел тенденцию, потому что я в церкви уже давно, я вижу, как бы, что люди стали остывать в духовной жизни. Где-то, может, нет, но в целом люди, она становится тягостной. Этому тоже есть причина, когда люди, ну, как бы не совсем всерьез занимаются духовной жизнью. Допустим, телом все всерьез занимаются, все ходят в фитнес, тратят на это треть времени, там, занимаются средой, в которой живут, там, квартиры, все. А вот душой, как-то люди, ну, может так, и душа главная. Когда крестим, батюшка читает молитву, тело служит словесной душе. И вот о душе надо больше думать, нежели о теле, нежели о среде, которой мы себя окружаем. А, к сожалению, все у нас становится комфорт, легкая жизнь. Когда я был юношей, каждый мужчина легко брал там 70-90 килограмм мешок и нес куда надо. Сейчас мы все мужчины, ну кто возьмет 90 килограмм с пола? То есть нас вот как бы так вот, цивилизация так разлагает потихонечку.
Ну вот. Будем молиться. Вот я бы вас, я сегодня говорил вчера в храме, хорошо бы всем выучить молитву Ефрема Сирина. Господи, владыка живота моего. Это такое, что нам бы всем поделать поклоны. Вот. При этом помянуть бы ближних, Отечество наше. Вот. Ну и за себя помолиться. Ну, все. Спасибо, отец Игнатий. Я сейчас скажу небольшое слово, отзовусь на то, что говорил отец Игнатий. И пока я буду говорить, я бы вас попросил, вот всех присутствующих, подумать в таком направлении. Вот вспомните примеры из своей жизни, из жизни окружающих людей. Это могут быть примеры негативные, лучше, да, если будут примеры позитивные. Как человек может от рабства к греху перейти к свободе. И если мы с вами поделимся, допустим, даже прозвучало бы, скажем, 5-7 примеров, это было бы очень наглядно. То есть мы с вами бы общую картину хорошо бы поняли. Потому что одно дело, когда мы рассказываем, это где-то может показаться предвзято, а когда это такой коллективный словесный портрет, тут уже не ошибешься. Я приведу пример. В прошлую субботу у нас проходил молодежный съезд нашей епархии, проходил в лагере Гренада, и там одна из секций этого съезда была посвящена семье. И вот собралось человек 20 нас в классе, и мы стали рисовать словесный портрет семьи. То есть каждый из присутствующих рассказал из своей жизни, из жизни знакомых, вот пример семьи, которая является с его точки зрения иконой. Ну, то есть так или иначе показывает вот идеал, какой она должна быть. Не во всем, но вот в каком-то, может, в отдельном поступке, в отдельные годы жизни. Вот. А на доске мы стали писать те черты, которые вот в жизни этой семьи проявились. Ну, допустим, тут верность, тут терпение, тут там благодарение, допустим. А потом, когда эти черты повторялись в следующих историях, мы ставили галочки. И вот к концу нашего разговора получалось так, что там где-то около 15 свойств настоящей семьи. И у большинства из них там 2-3 галочки возле этой. А у одной черты было 10 галочек. Как вы думаете, что это за черта? Ну, любовь это общее понятие, оно как бы включает в себя все. Можно такой эксперимент провести, можете дома даже вот вспомнить 5-6 случаев таких вот настоящих семей и попробовать выписать, а вот какая черта вот в этой ситуации, она делает ее действительно заслуживающей уважения. Такой чертой оказалась жертвенность. То есть умение отдать себя ради другого. Вот. И на самом деле ведь самая сильная черта веры христианской, то есть чем Христос приобретает людей, это жертвенностью. То есть бескорыстной, альтруистичной, да, как сейчас говорят, любовью, потому что это самое большое, чем можно вообще впечатлить, чем можно поработить. Вот Христос нас, вот эту, так сказать, власть над людьми приобретает не насилием, не запугиванием, не пустыми обещаниями, да, а вот именно снисхождением, то есть жертвенной любовью к людям. Отец Игнатий говорил про, я напомню, я прошу вас вот вспомнить, если несколько историй прозвучат, наша беседа станет более яркой, более богатой, более разнообразной. Если кто-то, только надо будет выйти к микрофончику, потому что не слышно будет с места, особенно для тех, кто будет смотреть сегодня в записи нашу беседу. Наша беседа, она также идет в записи, для тех, кто не может прийти. Знаете, вот Денис Эксудян иногда приезжает, но ему на инвалидной коляске сложно прибыть, вот, поэтому он смотрит дома. И так обычно где-то 50-100 человек смотрят потом еще нашу беседу в записи. Отец Игнатий говорил о свободе, да, то, что у человека на самом деле свободы нет. И есть кажущее ощущение внешней свободы, то есть есть право, есть выбор, да, выбор между тем или другим. Вот. Я хотел бы подчеркнуть, мы говорили об этом с вами, мне кажется, в прошлый раз, о том, что есть свобода у человека внешняя, да, свобода делать, что хочу, а есть свобода внутренняя. И вот человек, реализуя внешнюю свободу, то есть считая себя независимым от правил, от норм, от других людей, он на самом деле, он теряет внутреннюю свободу, он становится рабом. А внутреннюю свободу дает Христос. Я совершенно согласен с отцом Игнатием в том, что вот действительно все безбожие. И когда в голове, в душе, в мировоззрении, в ценностях есть Бог, как высшая ценность, не просто как помощник, а как высшая ценность, Он дает смысл всему. Он наполняет смыслом все. Работу, семью, все заботы, все попечения, Он все наполняет смыслом. И Он дает человеку внутреннюю свободу. А что такое внутренняя
внутренняя свобода? Внутренняя свобода – это свобода от зла, это свобода от греха. Помните, да, в Евангелии от Иоанна? «Познайте истину, и истина сделает вас свободными», говорит Христос иудеям. Они говорят, как это свободными? А мы никогда никому рабами и не были. Ну, еврейский народ всегда гордился, что он никогда в рабстве ни у кого не находился, хотя в тот момент они были в рабстве у римлян. Вот. Он говорит, всякий делающий раб есть раб греха. И Сын освободит вас, то есть Сын человеческий, и вы станете свободны. То есть человек, делая грех, становится рабом греха, и вот эту внутреннюю свободу, свободу от греха дает Христос. Но для этого надо потерять внешнюю свободу. Для этого надо наложить на себя пост. Для этого надо взять на себя молитвенное правило. Для этого надо полюбить богослужение, которое является одной из высших степеней внешней несвободы. Ты приходишь, ты время тратишь, ты стоишь, да, причем в храме там не развернешься, не разгуляешься, гимнастику не сделаешь. Но зато в тебе формируется внутренняя свобода. Я хочу привести такой пример. Ко мне приходит один знакомый, и я от него чувствую очень крепкий запах табака. Я удивился, что он курит, потому что у него 3 детей. У него нет постоянной работы, он нуждается в деньгах, живет он в селе за городом, работает, вот у него постоянно только супруга в детском саду нянечкой, тоже, значит, немного получает. Я ему говорю, друг мой, а как ты имеешь моральное право курить, если у тебя постоянно не хватает, вот даже детям, там, в садик пойти, в школу пойти, одежду приобрести, на еду даже иногда не хватает денег. Я говорю, ты ведь тратишь не меньше 3000 в месяц на сигареты. Он говорит, ну, даже 4. Вот. Я ему говорю, ну, бросай их. Я понимаю, что бросить он не может, потому что он уже сделал себя рабом. Он стал рабом сигареты. И так просто он не бросит. Может бросить когда-нибудь лет через 10, может через 20, или в больнице уже когда прижмет. Вот. А буквально через 3 дня он присылает смс-ку. А в смс-ке написано, одолжи, пожалуйста, 4000 рублей на медосмотр, чтобы устроиться на работу. Понимаете, какая ситуация? То есть нет денег на медосмотр, а на сигареты приходится. То есть вот человека грех делает рабом. Так вот, и мы тогда стали по поводу вот этого курения, мы сели с одним собеседником и составили список, а что дает вообще, вот окуривание что дает? Отец Игнатий сказал о том, что действительно как бы без Бога все искажается, все извращается, все делается неправильно. И вот посмотрите, как четко все соотносится. Ради чего люди курят? У меня вот дом здесь неподалеку, и там гаражи, а рядом 2 учебных заведения, медакадемия и колледж искусств. И все студенты, все учащиеся бегают туда за гаражи курить. Я иногда к ним подхожу, иногда просто коротко говорю, по-своему пытаюсь объяснить. Иногда задаю математическую задачку, сколько человек за жизнь тратит на сигареты. Получается 1,5-2 миллиона за жизнь. Это только прямые затраты, это не считая там здоровья, не считая продолжительности жизни, только прямые затраты на курение 1,5-2 миллиона. Вот. Но два ответа меня удивили. Один парень говорит, для меня это творчество. Я вот учусь там в музыкальном классе, у нас все преподаватели курят, и как бы без этого невозможно хорошо концерт сыграть и так далее. А другой парень говорит, да вот так плохо на душе, тут мы с девушкой поссорились, такая тоска, такая печаль, вот я и закурю. И вот посмотрите список, для чего люди курят. Ну, допустим, общение. Ну, часто же, да, особенно подростков, потому что это компания. Это ненормальный способ удовлетворения нормальных потребностей. У всех людей есть потребность в общении. А для нее есть нормальный способ удовлетворения. Беседа, встреча, разговор, да. Где ты? Если общение за гаражами, возле заплеванного ведра, это, конечно, тоже общение, но я знаю, что есть интеллектуальные клубы, там, где люди собираются и решают разные там, логические задачки. Такие вот. Это тоже общение. Другие говорят, успокоение, расслабление, утешение. Надо успокоиться, надо расслабиться, надо снять напряжение, снять стресс. А есть естественные, нормальные, вот Богом задуманные способы расслабиться, снять это напряжение. Какие? Молитва, например, да? Та же самая беседа, книга, прогулка, сон, в конце концов. Следующий момент – взрослость. Курение дает ощущение взрослости. То есть человек делает то, что вроде бы ему еще недавно было нельзя, поэтому раз он это нарушает, значит он становится взрослее. А как по-другому реализовать взрослость? Удовлетворить потребность во взрослости.
Через ответственность. Через ответственность. То есть выполнять, да, заботиться о других. Ты заботишься о других, значит, ты более взрослый. Ты отвечаешь за более серьезные дела, значит, тебе можно доверять, то есть и у тебя формируется ощущение взрослости. Дальше список. Ритуал. Ну, понятно, что когда человек уже привык к сигарете, у него же есть определенный ритуал. Достал, открыл, щелкнул, остановился, вынул, выпустил дым. И это все тоже дает определенное успокоение. А альтернатива? Ну, и, да, тоже, кстати, не самый лучший способ. А есть здоровые ритуалы. Гимнастика, да, утренняя, вечерняя, чай попить. Да даже зубы мы чистим по определенному ритуалу. На самом деле, даже схема движения, по которой двигается щетка, тоже ритуал. Вот. А молитва — это разве не ритуал? Ты встаешь, да, в определенном положении, ты там вздыхаешь, например. Это все, там на самом деле все очень ритуально происходит. Вот. Это тоже ритуал, который человека питает. А ритуал, кстати, это вообще любой ритуал. Есть асемейные ритуалы, да? Поцелуй перед сном, объятия, да? Это семейный ритуал необходимый. Прощание, родительское благословение. Ритуал нужен каждому человеку для того, чтобы психика, она как бы опирается на эти ритуалы, она питается этим, она держится этим. Вот. Она успокаивает, значит, все в порядке. Ребенка обняли, ребенка поцеловали, благословили, все, он доволен, значит, все нормально, все хорошо, я нужен, можно идти в этот мир, да, в школу, в садик и так далее. Вот. Еще один момент – самоутверждение. Самоутверждение. Курение дает возможность самоутвердиться. То есть я могу, да, я значим. А как это сделать по-другому? Как это сделать нормальным способом? Через учебу, через спорт, через какие-то внеучебные деятельности, да, через какие-то хобби. Чувство сопричастности, крутости. Вот ковбой Мальборо курит, он крутой. Ну, кому может без всяких разговоров, кому угодно в лицо дать, да? А как это по-другому реализовать, осуществить? Есть другие герои? Есть хорошие герои? Конечно. Святые, разве это не герои, которые не то, что там боли не боялись, даже смерть преодолевали. А вот недавно, например, фильм вышел на экран, он мне понравился во всем, там, кроме одного эпизода, но фильм, на мой взгляд, прекрасный, «Движение вверх». Вот если кто смотрел, вы видели. Разве вот этот тренер, он не может быть героем для молодежи? Человек, мужчина, который поставил сверхзадачу, невероятно, победить сборную Америки по баскетболу, чего никогда в истории человечества не происходило на протяжении нескольких десятков лет. И как он к этой задаче двигается через жертвы, даже через собственные жертвы. Он даже ставит на кон здоровье своего сына, и потом в конечном итоге он побеждает, и то, и другое, все осуществляется. Ну вот это же пример, можно же ему соответствовать, да? Вот. Кратковременный подъем, вот это творческий подъем, то, что сказал студент с колледжа искусств, дает творческий подъем. Действительно, да. И некоторые художники наркотиками по этому поводу увлекаются. А как его продуцировать, этот подъем, без никотина? У меня бывает такой ступор, я когда пишу статьи, вот я чувствую, все, не могу думать, не рождается новых слов. Я что делаю? Я приглашаю коллегу, говорю, давай, ты вот слушай просто, я тебе буду рассказывать. Я ему рассказываю, он говорит, все, я все понял. Мысль зашевелилась, потому что когда ты расскажешь, мысль по-другому работает. Она бывает такое, можно выйти просто на улицу прогуляться. И ты идешь, и ты думаешь, и сразу рождаются свежие мысли. Опять же, молитва рождается. Вот ты надо просто в какой-то ситуации не можешь принять правильное решение. Вот ты не знаешь, как правильно поступить. Это вот то, что называется, да, не хватает рассуждений. Но апостол Иаков говорит, просите у Бога, и Он даст в преизбытке. Через молитву обращаешься, и Господь все это дает. Как одна женщина мне как-то сказала, она много работала с детьми, с одаренными в том числе. Она говорит, крещенные дети большего могут достигнуть, ну вот в игре на музыкальных инструментах, чем некрещенные. То есть у них как будто снимаются какие-то внутренние ограничения, барьеры и так далее. Ну вот, это то, что я хотел сказать про естественный и неестественный способ удовлетворения потребностей. Вот, пожалуйста, вот кто бы хотел дополнить наше выступление, нашу беседу такими яркими, необычными историями, как-то вот внести свой камушек в мозаику нашего разговора, в нашу общую картину. Потому что мы, собственно, это все об одном говорим, да, просто немножко разными словами, через разный опыт. Пожалуйста.
Елена. Я жила в удмуртской деревне около года, больше года, и там 4 человека бросили пить. И причины были у всех кардинальные. То есть, например, один человек уехал на год, и он этот год, где он там работал, он не пил. Когда приехал, вернулся, к сожалению, опять начал пить. Второй человек очень сильно заболел. Ему сказали врачи, что он уже через месяц-два он может умереть. А у него было 5 дочерей, которые он очень любил. И вот он ради вот этого бросил пить тоже. Еще один человек, третий, он получил условный срок. Вот. И пока он был под условным сроком, он не пил. Когда срок закончился, он опять начал пить. И 4-й человек стал священником. Вот 4 человека, 4 примера. Молитва укрепляет душу, она дает вот ту недостающую духовную силу, да, которая где-то через воспитание, где-то через свои ошибки, вот она растрачивается, и человек вот не может своей волей управлять. А получается, он может компенсировать, может снова набрать. Да? Спасибо большое, Елена. Действительно, вот одна женщина мне рассказывала про своего мужа, у которого тоже были проблемы с алкоголем. Она говорит, он признавался мне, что вот эта сила, которая влечет, она сильнее меня. Я не могу ей противостоять. Вот когда она включается, я просто, вот ноги сами меня несут в магазин. Но когда ты рядом, мне легче. Я справляюсь, я побеждаю. Вот. То есть мы можем влиять и друг на друга в том числе, да? Особенно если у человека есть вот собственный духовный потенциал, молитва, да даже собственный пример может человека очень вдохновить. Кто хотел бы еще поделиться историями близких, родных, знакомых? Ну, тогда я, чтобы слышно было всем, я поднесу микрофон, хорошо? Мне
Кто-то хотел бы еще добавить? Да? Есть желающие? Пока вы думаете, собираетесь с духом, я еще 2 истории расскажу, которые на моих глазах происходили. Вот один мужчина, уже в почтенном возрасте, он тоже пришел к вере, вот как вы рассказали про своего мужа, не сразу, тоже где-то через отрицание, через споры. Вот, и у него была проблема с курением. Вот с юности он привык к табаку, естественно, это уже въелось на уровне клеточном. Вот. И он хотел, конечно, бросить курить, он понимал, что это плохо, что это разрушает здоровье, что это неприятно для семьи, но никак не мог этого сделать. Вот желание есть, силы нет. Исповедовался, причащался, то есть его допускали, читал об этом книги, несколько раз пытался бросить, невозможно. Прям руки дрожат и все. Но пришел момент, и это продолжалось несколько лет, уже даже после того, как он сознательно пришел в церковь. И пришел момент, когда ему священник сказал в очередной раз, говорит, а давай сделаем таким образом, ты кури, продолжай, но давай ты будешь делать поклон. Вот ты выкуришь сейчас первую сигарету после службы, ты сделай 1 земной поклон. А когда вторую, сделай 2. А когда 3, потом 3, ну и так далее, по нарастающей. Ну это же немного, 1, 2, 3. Вот. И для него это стало стимулом, и он бросил. Через муку, конечно, через огромную тяжесть, через страдания, но это пришло. То есть я хочу сказать, что человеку надо, даже вот подключившись, так сказать, обратившись к Богу, ему надо укрепить свою душу, да, исцелить ее. Вот эти вот трещины, которые в ней созданы за свою жизнь, где-то заложены, может быть, от рождения, от воспитания, вот, их надо постепенно укрепить, замазать, исцелить. И вот по мере того, как душа исцеляется, в нее вливается вот эта вот божественная сила, да, и она постепенно побеждает страсть. Не сразу, ну, действительно, вы сказали, через молитву, потому что молитва – это главный способ укрепить душу. Вот. Кто-то хотел бы еще выступить? Я тоже один рецепт. Но не я автор, а наш владыка как-то давно сказал, что надо помолиться, прежде чем курить. Вот. Но я-то скользь слышу, это давно было, там, это много лет назад. А потом я поразмыслил и тоже разговаривали, как бросить курить, и я советую, говорю, вот ты вытащи сигарету, прочитай молитву Царю Небесному, утешителю души истины. Потом сигарету, пачку сунь и потерпи 5 минут. Через 5 минут хочешь курить, кури. Ну, в следующий раз, следующую сигарету так. Но потерпи, постарайся там 7 или 10 минут. Хочешь там курить, кури. Вот, ну, так вот советую. И с Москвы у меня был гость, он с женой был, курил сильно. Вот. Через месяц приезжает, поправился, говорит, батюшка, не то, что я бросил курить, все мои родные, все мои знакомые, все бросили курить. Вот такой совет. Потом я многим говорил, и вижу, кто всерьез начинает молиться, тот бросает, 100%. У нас один человек жил, он не мог никак выучить молитву. Тогда я ему говорил, Сергей, хочешь курить, зови меня, я буду за тебя молиться. И мы с ним выходили, он вытаскивал, я молился, он, ну, там 5-10 мы ждали, потом он курил. И он уже курил 1 сигарету в день. А потом он нас набился водки, пошумел, побузил и ушел от нас. Вот. Так вот не зацепился. Но на самом деле молитва, она помогает. Вот отец Максим сказал, там человек не хочет, но ноги бегут сами, но не хочу, а ноги бегут. Бес он сильнее, и он у власти беса, поэтому и опять вот Бог, молитва, обращение к ангелу и помогает. Однажды одна бабушка пришла и спрашивает, скажите, почему моего внука обижают? Вот куда я знаю, я ни внука не видел, тебя первый раз вижу, школы это не знаю. На следующий день я отпевал бабушку. Бабушка, ей было 100 лет, рядом была ее дочь, которая крестилась при отпеве. Рядом был внук, который крестился уже очень редко, не в попад и так, нехотя.
И был еще правнук, который вообще не крестился. Он был лет 12-13, крепенький. И мне стало понятно, почему детей наших обижают. Мы-то думаем, что их защищает милиция, там, прокуратура, суд. На самом деле это все есть, но это когда после события какого-то уже прошло. А так нас всех защищает Бог. И ангел. У нас есть ангел-хранитель, мы говорим, хранитель. Но когда он опять защищает? Когда к нему этот мальчик бы обратился, попросил его, «Вселися мне, очисти нас всякой скверны, спаси, блажи души наши». Мальчик был под благодатной защитой Бога. Но он не знает молитвы, он не молится, поэтому его нет защиты. И вот наших детей, наших внуков обязательно, как можно раньше, научить вот этой молитве. Вот тогда бес, который бы его потащил бы куда-то темную, дал бы ему закурить, или там вина налил бы, или что попробовать, или наркоманию, он его просто ангел бы не допустил. Вот. И когда мы говорим о плохом и хорошем, всегда надо как бы знать, что ангел это хорошо, это, демоны, те бесы, которые вокруг нас роятся, вот, они вот, там желают зла нашей гибели. Вот, и вот город, как бы, вот я живу в такой чистоте, в такой деревне, как хорошо. В город приезжаю, ужас, пробки, каша, ДПС, клаксонят все. Водитель у меня вместо молитвы думает, зачем собрались люди сюда жить? Вот это все демонские силы питаются. Потом придет домой, ему там что, конечно, будет. Поэтому вякши. Или вякши. Мы знаем слово Христово, да? «Сей род изгоняется только постом и молитвой». Потому что действительно постом и молитвой укрепляется, исцеляется душа. И вот мы сегодня как-то не упомянули еще про одну страсть. Это страсть, Елена Николаевна, на больше листочков, чтобы всем хватило. Да? Вот. Чревоугодие. Нелегко с этим бороться, особенно сластолюбие. То есть вот привычка к сладкому. Сладкое это ведь тоже своего рода наркотик, вот искусственный сахар. Вот. И на самом деле вот эти пищевые привычки, они так глубоко входят в человека, и вот как с ними бороться? Это ведь тоже своеобразная несвобода. И вот пост это как раз время, когда мы стараемся чуть-чуть освободиться от вот этой неизбежной зависимости от еды. И такой хороший способ делать помалу. Вот откажись допустим, от последней ложечки, там, да, или там вот там, на одну конфетку, вот конфетку вот эту не съем. Ну не умру же, если не съем. Конечно, изнутри идет какой-то голос, ой, ты сейчас проголодаешься, ты что, как ты сознание потеряешь. Вот. То есть понимаешь, что ничего не случится. Вот откажусь. И так вот понемножку человек освобождается. Как-то мы с одним парнем разговаривали, у которого была тоже очень сильная страсть к выпивке, и у него были страшные такие срывы в этом деле. И когда мы думали, и там много, я ему и говорил, что-то давал читать, ничего не помогало. Но он молодец, он сам это понимал, он старался, он приходил на исповедь, опять он каялся. Вот, он стремился все-таки избавиться. А потом мы с ним так наметили, не знаю, принесет эти плоды или нет, но вот в тот момент оказалось хорошо. Я говорю, слушай, не получается, давай ты не будешь бросать на всю жизнь, не бросай на всю жизнь, тебе страшно от этой мысли. Давай ты брось на 2 недели. Вот ты скажи, вот я бросаю, вот 2 недели я продержусь. Там доживу, я потом буду решать. Ну, захочу, опять снова обращусь к этому. Ну, могу же ли я для этого дня хотя бы просто, чтобы гипотимию выполнить? Могу я до праздника Рождества Христова, ради праздника, ради поста выдержать? Он говорит, ну, наверное, смогу. Я говорю, давай, а там потом посмотрим. Такими вот короткими перебежками. И также, в принципе, ведь борьба с грехом, она ведь тоже идет такими вот короткими перебежками даже, да? Даже борьба вот с привычкой, например, к сладкому. Если кто-то хочет победить вот эту вот страсть, вот, тоже вот так по чуть-чуть, меньше. А Господь видит, что ты стараешься, ты борешься, ты проявляешь свою волю, и Он потом мгновенно бывает, вот просто вот раз, через какую-то ситуацию, просто убирает. Вот добавляет свою благодать, знаете, как фонды, там, вкладываешь деньги, государство добавляет. Так же и ты вкладываешь свои усилия, а Господь добавляет. 10 лет боролся, а потом в 1 секунду как рукой сняло. Я таких историй слышал много раз. Вот. Хочу закончить нашу беседу на одной еще положительной истории. Тоже был у меня студенческий друг, вместе жили даже в одной комнате одно время. Вот. И он был избалован сильно, его воспитывала только одна мама.
она много зарабатывала, и она, знаете, как часто женщины говорят, я его выращу и дам ему все. Вот. И вот это вот дам ему все, он ездил там по заграницам, у него была очень модная, дорогая одежда. Вот. И вот это дам ему все, но на самом деле человек очень развращает, он тогда еще пристрастился к наркотикам. Вот. И со школы еще. Поэтому поступил в университет, он уже, у него эта страсть уже была. И мы после того, как окончили учебное заведение, потом на несколько лет наши пути дороги разошлись, я вообще не знал, где он, как он. А потом обстоятельства вынудили меня, чтобы я ему позвонил, по-другому совсем делал, я спросил, как ты живешь. Вот. И он сказал, что, говорит, ты знаешь, у меня открылись способности к рисованию. Говорит, я пишу картины сейчас, не просто пишу, а на заказ пишу. Вот. То есть человек нашел себя, реализовал, а ведь на самом деле творчество это ведь тоже от Бога. Да, например, создавать красоту, воспроизводить красоту. Вот. И я так порадовался за него, думаю, ну надо же, так как он был подвержен этому, а вот смог победить. То есть с Божьей помощью, с помощью любви, с помощью красоты, с помощью молитвы все возможно. Пожалуйста. Да, если можно, возьмите все-таки микрофончик, это даже не столько ради нас, сколько вот для тех, кто нашу беседу еще послушает. И назовите свои имя, пожалуйста. Здравствуйте всем, меня зовут Руслан. Отец Игнатий, отец Максим. Мы сегодня посвятили беседы разговору о борьбе со своими собственными страстями. И вот как-то мы прошли совсем мимо того, как нам, православным христианам, относиться к страстям своих близких. К тех близких, которые не видят в этом страстей, не видят в этом действии каких-то злых сил, и которые это воспринимают как нормальный образ жизни. И это близкие люди, которые являются не только членами нашего общества, но и членами нашей семьи. Как вот в этой ситуации правильно себя вести, потому что мы же не можем бороться чьими-то страстями. Спасибо. По старшинству первое. Апостол Павел нам пишет, носите времена друг друга и тем исполните закон Христов. То есть мы все несовершенны. И вот это несовершенство мы в себе как бы не очень замечаем, а в других мы замечаем, и тогда нам трудно жить. Мы хотим как-то так, требуем, ультиматумы ставимся. А нам надо за них молиться, за тех, кто рядом, сострадать им, пытаться понять, ну и любить таких, какие они есть. И я думаю, что очень быстро все вокруг вас, с вами все изменится. Вот. Надо любить. Любить хорошего хорошо и легко, а любить вот которого трудно, а нам Господь заповедал всех любить и молиться за них. Руслан, это, конечно, очень серьезный, очень больной вопрос, и часто, наверное, даже чаще всего священник обращается именно с таким. А что сделать с мужем, с братом, с женой, с сыном, с дочерью и так далее. Вот. Тут, во-первых, надо все-таки понимать, что нам не дана власть врываться в чужую душу, в другую личность. Мы можем быть рядом, мы можем помочь, сейчас я скажу чем, но вот просто взять и изменить, так сказать, насильно заставить человека мы не можем, потому что Богу дана каждому человеку такая фундаментальная, неуничтожимая свобода. Вот. И в эту свободу не вмешивается даже сам Бог, в нее не имеет права вмешиваться и даже дьявол, потому что ему тоже запрещено это. И в нее не может вмешиваться другой человек, потому что каждый человек должен сам выбрать путь добра и отказаться от пути зла. Но влиять, то есть не определять с другого человека путь, но оказывать на него влияние определенно мы можем. И прежде всего через себя, своим примером. Поэтому все, что мы говорили сегодня, это все относится и к исцелению близкого человека. Молитва и пост, она влияет на окружающих людей. Потому что мы все взаимосвязаны. Мы все, помните, особенно если человек крещеный, мы же все частички тела Христова. Отец Игнатий правильно сказал, носите тяготы друг друга и так исполните закон Христов. Вот. И когда мы, допустим, терпением, да, принимаем на себя другого человека, вот мог бы человек развестись, есть у него вроде даже и моральное право, даже и по социальной концепции Русской Православной Церкви, он мог бы развестись. Но обращаться к покаянию, потому что часто бывает такое, вот женщины спрашивают, батюшка, что делать с пьющим мужем? Нет, даже не так. Они говорят, за что мне такой крест? А я спросил как-то в ответ, а вот скажите честно, а вы как познакомились? На пьянке?
глаза в пол, и все стало понятно. Это ваш крест. Не случайно он у вас такой, потому что и вы когда-то проходили этот путь. Поэтому только свое личное покаяние, оно меняет и человека. И у меня перед глазами прекрасная история о том, как вот жены пьющих мужей, а иногда и мужья, наоборот, таких неблагополучных жен, они их вымаливали, они их выводили. Но для этого нужно, во-первых, терпение, потому что иногда это 10 лет, иногда это 15 лет. Для этого нужно осознание, что это действительно твой крест, то, что ты сам. Не то, что ты безвинный страдалец, а то, что вы вместе, собственно, взаимосвязаны. Ну, ты чуть раньше пришел к покаянию, а он, может быть, придет позже. Вот. И влияние личным примером. Не осуждать, не упрекать, не говорить, делай то-то, то-то, то-то. Просто делай то, что вот надо делать. Ты считаешь, что надо молиться? Ну, молись, спокойно, не на показ. Ты считаешь, что надо соблюдать посты? Соблюдай, так, чтобы это семейное согласие не нарушало. Нужно ходить в храм, тоже ходи, так, чтобы близких не раздражать. А человек потом, мы ведь мы обладаем огромным влиянием друг на друга. Я вот иногда за собой замечаю, вот у меня есть там, друзья, знакомые, ну или просто люди, вот, которые мне нравятся по своему поведению, там, по образу жизни. Я себя ловлю на том, что я невольно повторяю их слова, их интонации, их жесты. И мы все так. Если нам что-то в другом человеке нравится, мы на подсознательном уровне мы начинаем это воспроизводить. Вот. И поэтому близкому человеку мы можем только показать пример сосредоточенности, собранности, цельности, ответственности. Легко упрекать другого человека, ты не делаешь то, ты говоришь, а сам не выполняешь. А вот самому стать вот таким последовательным, делать то, что говорить то, что думаешь, и делать то, что говоришь, это сложнее. Но когда делаешь, другой человек все равно он тянется к добру. Вот. А наоборот, малейшая слабинка с нашей стороны, она дает ему право быть еще хуже. Поэтому тут рецепт только один. Сложный, трудный, но через себя. Через себя. Я не знаю более простого. Если кто-то знает, поделитесь, я буду его пересказывать. И апробирую. Благодарю вас. Кто-то хотел бы еще что-то сказать? Вот, например, у нас Скажите. Но человек, если живет в трудной ситуации, вот я, например, я Кольцова Наталья Викторовна, прихожанка раньше Волгоградская. У меня так случилось, сын умер, 2 детей остались. И в такой ситуации я попала. Они в детдоме, я ослепла, а потом с детдома как-то смогла это забрать, а потом ослепла. Надежда Ивановна, спасибо ей, благодаря ее, и глаза открылись, смогла операцию сделать. И пришлось там пройти все эти ады, надо было все документы собрать. У нее дом осталось, деньги остались, но ничего я не смогла получить. Например, сейчас, как называется, пенсионная, накопительная пенсионная была 156 тысяч. Ни рубля не могла получить. Квартиру как-то, Койдин как-то смог получить. Но я еще долго платила 70 тысяч, что невестка там жила с дочкой. Потом еще все с квартиры. Вот я покаюсь, но я думаю, что у меня так не получается. Мне как покаяться перед всеми людьми хочу спросить, что у меня так получилось? Куда-нибудь этим начальством пойдешь? Почему ты детей взяла? Почему ты старая? Я говорю, вот Алла Пугачева, 60 лет, да взяла детей. Что мне страшно? Хоть мне 71, зачем? Я с Богом хочу жить. Но мне дайте совет, как мне бы, чтобы покаяться, чтобы все получилось. И хочу, все делаю, но получается так, с осуждением. Почему так они делают? Дайте мне хоть вот такой. Хочу, чтобы искренне покаялась, но не могу. Да, дверь покаяния всегда открыта. Осуждение получается. Дело вот в чем. Присваиваю. Все они так делают. Нет, дело вот в чем. Вы хотите, чтобы мир развивался или жил, как вы хотите. А он совершенно живет по своим законам.
Вот, он там все есть. И вот надо его принимать таким, как он есть. Вот, не надо хотеть многого, не надо там спрашивать, что как-то жить надо, немножко проще. Вот. А мы все хотим, вот в этом наша беда. Господь говорит, научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, обрящите покой душам вашим. То есть будьте, не надо лишних вам имущества, не надо лишних вам проблем, не надо вам ехать куда-то на юг, там, что-то загорать или что-то лечить, не надо брать детей, если нет на это силы и способностей, там, все как-то. Мы хотим сделать мир лучше, а когда мы начинаем его лучше, мы тогда разрушаем Божий мир. Вот, тогда мы начинаем вызывать на себя огонь всех демонских там сил. Вот, так что я так думаю. Не хочу, но вдруг вспомнил. И опять вот день. Ну, к отцу Александру, он вас бывает. Я хочу еще пока не забыл. Вот Русик спросил, как, если рядом кто-то немощный. Ну, во-первых, есть много способов. Один из способов пригласить батюшку для беседы. Ну, бывает, что домашние не хотят, но вы пригласите, осветите квартиру, ну и накройте небольшой стол. И уговорите вот тех людей, которые с вами. И я думаю, там все это. Много они поймут, много станут совсем другими. Вот. Надо брать себе союзников. Ты один, и рядом с тобой человек, с которым ты не можешь как-то победить, а побеждаемый кротостью и смирением. Если этого не хватает, давай отца Максима позовем, меня позови. Вот. На старый Новый год мы осветили 4, нас 3 было, 4 квартиры. Я уже давно не освещаю. А поскольку на старый Новый год народу полно, апельсины там, угощения, и всем вот в этой семье надо вот это говорить. И люди не хотели никогда не видеть священника, но вдруг они увидели, какой интересный человек, и как он рассуждает, и что он говорит. И говорит совсем другие темы, которые мы слышим из телевизора, из телевизора. Вот. И вот этими способами как-то надо искать союзников. И на этой неделе пришел один мужчина. Так ему плохо, он так запутался в семейной жизни. Там, приходите с супругой, она не придет. Строго скажи, придет, а то и хуже будет. Это батюшка сказал. Она сегодня пришла, и муж стоит, и она стоит. А я подошел, ее обнял, и она так все встрепенулась, а я помню ее имя. Я ее еще назвал, и она так с такими глазами, с такими радостными, восторженными, такой провидец имя. Я же с мужем разговаривал, все такое. И думаю, вот эта семья, все, вот еще раз придут к нам на следующий, точно придут, и наладится все. Вот. Но надо помнить, что идеальных людей нет. Нет идеальных. Мы о святых читаем, святые тоже. Даже я недавно узнал, что Иоанн Кронштадтский там на возницу замахивался. Не туда ролишь, не туда едешь. Так даже такие святые. Вот. А мы должны... Вы знаете, я пролил кувшинчиком стеклянным, ударил и пролил, лужу сделал на столе. Я, зачем? Ты уже старый, плохо. Вот лужу сделал, там водичку пролил. Плохо, небрежность, все такое. Кувшинчик-то не разбил? Плохо сделал. Слава Богу, кувшинчик целый. И вот одна половина радуется, другая огорчается. Вот. Но мир не может быть вот такой, если вот я говорю, закрыть все стадионы, банки, кинотеатры, там, театры, все, и что, мы станем все хорошие, святые? Да нет. Пускай не будут. А мы, как бы от них в сторонку, мы будем любить. Будем молиться, чтобы эти кинотеатры закрылись, наполнились храмами. А то там суд за денег, он держит людей в плену. Их место, потому что суббота, где люди должны быть? Где? На всеночном деньги. Но все слушают голос. Романаха слушают, как он поет. Красиво поет. Галкина, как он что говорит, православный человек. А людям-то место-то в храме быть. И вот если бы хоть часть небольшая повернулась, пришла в храм, все бы у нас в Отечестве изменилось. Вот.
Спасибо, Семен. Ну, будем, наверное, завершать уже потихонечку, да, время большое, устали.